Мое имя Турпал Лали, я проживаю в селении Лелин-Аул. Для чеченцев это всегда было, есть и будет Акташ Ауха Уховского района. Как участник специальной военной операции, я бы хотел прокомментировать обращение участника специальной военной операции из общества аварцев-алмахцев. Основа этого обращения заключается в том, что они радовались тому, еще в 1944 году они радовались тому, что нас, чеченцев, отсюда выслали, и у них появилась возможность заселиться в наши дома, пользоваться нашим имуществом. И в 2024 году, на сегодняшний день, они жалуются тому, что мы препятствуем им делать то, что они делают на протяжении 80 лет. Основа всего происходящего на территории Ауха, в этих селах Акташ-Аух, Юрт-Аух, и суть всего этого обращения именно заключается в этом. И тут я бы хотел подчеркнуть такой момент, то что как и у жителей аварского общества в этих селах Акташ-Аух, Юрт-Аух, и у чеченцев, у нас у обеих сторон есть свои родовые села. У чеченцев, для чеченцев родовыми селами является Акташ-Аух, Юрт-Аух, Лелин-Аул, Калин-Аул. А у аварского общества их родовым селом является Алмах. Это мы должны знать четко и ясно. Дальше я бы хотел прокомментировать такой момент, где они говорили о том, что вот если чеченцы позволяют себе как бы убирать колышки, препятствуют этому процессу и так далее и тому подобное, и надо было поднять какие-то списки, там было обращение к военкому и так далее. Для того, чтобы найти в этом истину, нам нужно пойти немного назад, вспомнить то время, когда чеченцев в общем не брали в армию. А для желающего чеченца поступить в армию, нужно было заплатить деньги для того, чтобы его отправили в армию. Такое тоже время было. И исходя из этого времени, служащих в армии из аварского общества стало больше. И после получилось так, что, насколько я понимаю, многие или некоторые оставались служить в Министерстве обороны и долгое времени проходили свою службу налегке. И после того, как появилась специальная военная операция, исполняя свой служебный долг, они попали в зону специальной военной операции. На сегодняшний день среди чеченцев тоже есть участники специальной военной операции, как и из моего села, так и из всего Ауховского района. И большинство в своем в зону специальной военной операции чеченцы попадают добровольцами. То есть, проживая простую гражданскую жизнь, когда приходит время защитить интересы страны, бойцы из чеченского общества поднимаются, не имея боевого опыта за спиной, потому что не служили в армии, встают и идут на защиту интересов своей страны. И тут уровень патриотизма я именно ставлю у добровольцев выше. Дальше там еще говорилось о каких-то списках, которые есть у главы администрации, надо их поднять, что-то там посмотреть. Да, есть списки, которые действительно нужно поднять, пересмотреть, проверить и так далее. Потому что я, например, посмотрел фотографии всех участников специальной военной операции, приклеенных к стене администрации. Якобы они все участники этого села. Но, хоть мы не знаем тех, кто живет в нашем селе поименно, но мы по лицу можем по внешности определить как бы жителя села. Вот. И многих я по этим фотографиям я многих не узнал. Поэтому я считаю, так как
так как долгое время ведется такая закулисная программа по заселению аварцев в эти села, Акташаух, Юртаух, так как ведется такая программа, которую мы наблюдаем, видим, чувствуем год за годом все больше и больше, так как есть такая программа, я хочу сказать то, что не все из этого списка, как участники специальной военной операции, не все из этого села, потому что я многих там не узнал. Точно так же нужно поднять списки остальной категории, которым якобы полагаются участки. Да, это нужно сделать. Этот список нужно пересмотреть. Однозначно. Дальше я бы хотел сделать предложение. Так как я сказал то, что есть такая закулисная программа по заселению аварцев в эти села, для того, чтобы максимально усложнить исполнение федерального закона о реабилитации репрессированных народов. Так как здесь мы год за годом все больше, сильнее чувствуем то, что закон, который как-то может помочь чеченцам в реабилитации, в восстановлении Ауховского района, на этот закон не обращается практически никакого внимания, не то что практически, а точно не обращается никакого внимания, а маленький закон, который как-то может улучшить благосостояние аварское общество, проживающее здесь, на этот закон очень хорошо обращается внимание. Пример этому региональный закон по предоставлению участков участникам, военнослужащим, участникам специальной военной операции. То есть федеральный закон десятилетиями как-то заморожен, получается, здесь, а региональный закон, он как-то очень активно работает, и при этом этот закон применяют именно в Ауховском районе. Поэтому я хочу сделать такое предложение. Нам, всем участникам специальной военной операции, как и из аварского общества, так и из чеченского общества, выделить участки в родовом селе аварцев, алмахцев, то есть в Алмахе. То есть нам выделить участки. Если есть такое, то что нету территории, если есть такое, то что нету территории в Алмахе, то мы будем рады любой другой локации. Точно так же можно выделить участки и другой категории, проживающие Лейли-Наоле, которые должны получить участки. И этим категориям людей тоже можно выделить участки в любом другом месте. Дагестан очень большой, территории очень много. Я думаю, нам всем места хватит очень легко. Это все делается во избежание провокации, во избежание ссор и так далее. Хотя для этого и так сделано немало, но продолжить это мы не можем, так как и так у нас в стране страна переживает нелегкий период, потому что такого мы не можем допустить. Это, конечно же, нас, если беспокоит общественный порядок, взаимопонимание и так далее, если это нас беспокоит, то я думаю, что мое предложение очень хорошее. В общем, все. На пока все. Желаю всем мира и добра. Ассаламу алейкум.